Так, всем привет, дорогие друзья. Как ваши дела, как настроение? У нас вовсю лето происходит. Сейчас у нас будет при вас кормежка волчат. Как вы видите, сзади меня готовится, в общем, шурпа из лосятины. Также вот где вы видите коврик, там у нас 3 волчат. Еще я не выставлял никаких видео на YouTube по этому поводу. Возможно, сегодня или завтра постараюсь выставить, поэтому ждите. Все новости о них будут там. А сейчас мы перейдем к кормежке и покажу всех вам волчат, которые удалось... Оса! Которых удалось забрать, в общем. Так, муравьи. Не знаю, как слышно, как видно, как вообще интернет. Мне как будто лагает. Что за атмосфера? Ну, вот так вот. Уровень. Андрей, тебя не съели. Владимир, привет. Спасибо, что беспокоишься. Ну, в общем, не очень приятная ситуация была, но я вам скажу, что, наверное, больше сотни раз такое было. Просто удалось с камер видеонаблюдения заснять. Всем огромное спасибо, кто в тот момент спонсировал на камеры, помогал на камеры. Это благодаря вам вот такие записи у нас получились. Можете переходить в Telegram, посмотреть кусочек, там, отрывок. И полный будет на Luxury и уже попозже на всех остальных площадках. Честно, конечно, было, как сказать, не до смеха. Было прям адреналин внутри был такой. Добрый вечер. Насчет чаще видео на ютубе в честь рождения новых жизней и в парке волков северных, и еще от такой пары, как Акела и Черника, вообще эталон нашего парка, я решил, что все-таки буду теперь выставлять полнометражные ролики. Это еще в ролике потом скажу отдельно на ютубе. И Бусти также останется, будет снимать моя жена. И, конечно, самые-самые там интересные моменты будем туда снимать. Все равно нужно поддерживать эти все соцсети. И, естественно, Luxury, это вот мы. Сейчас я вам покажу. Вообще Telegram, Luxury. Вот у нас Luxury есть. Да, у нас 382 человека сейчас там. Вот, если видите, мы заходим. И вот я снимаю онлайн. Смотрите, вот. Всем привет, Luxury. У нас идет вот эфир. Вот они у нас сейчас первые волчата увидят. Сейчас мы покажем. Оборудовано. Он уже зовет. Сейчас чуть остынет бутылочка. В общем, дорогие друзья, всем на Luxury. Вот, и сразу же вышло видео здесь на Luxury. Моментально. Также у нас в Телеграме выходят такие видео. Чаты у нас есть. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет поддержать проект, подписывайтесь. Ну и ради такого события глобального и масштабного я решил, что буду выставлять теперь ролики. Постараюсь это делать все-таки профессионально. Ну, пока времени, конечно, не хватает, но будем стараться. Будем стараться. Вот, поэтому поддерживайте комментариями, лайками. В общем, чем можете.
Буду благодарен. Всем привет, Санта, привет, Тамара, привет. Всем привет. Добрый вечер, всем привет, дорогие друзья. Сейчас начнется кормежка волчат, не пропустите. Сейчас попробуем. Вроде бы можно уже. Ну что, начнем с светленького самого. Молочко хорошее, свежее, сегодняшнее. Вот вам как раз и павлин закричал, и все наша сигнализация. Ну что, нас видно хорошо. Вот это Акеленок, Акелыч. Маленький, голубоглазый, красивенький, самый светлый в помете. Скорее всего, будет типаж у него Арктоса. Вот ты мой маленький. Ты меня не описываешь? Смотрите, как схватился. Уже готов. Готов. Давай. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши. Не спеши, потихоньку. Потихоньку. У нас парное, свежее молочко. Давай, давай, давай. Молодец, не спеши. Дуешь, дуешь, молодец. Не захлебывайся. Не хочешь? Ну, посиди, посиди, сейчас меня вот поищет. Все, он птичку ищет. Сегодня показывал на лакшере встречу их с батькой, вот так подносил. Давай, давай, давай. Да, конечно, трудов здесь вот немерено по волчатам, по социализации. Потом удивляется, почему цена такая у прирученных именно волчат. Да потому что бессонные ночи, это как ребенка своего продать. Очень тяжелый труд. Ну ничего, стали вот сегодня первый день вот так на улочку их выгуливать. Сделал небольшой вон загончик и их на улице. Молодец, мой малыш. Вот как ему имя дать? Этот, скорее всего, в парке останется. Тот, который с Акелой, в парке останется. И вот этот светлый, самый. Очень интересный волчонок. Самый шустрый. Вот просто самый шустрый. Мега какой-то прям вообще, я не знаю. Все? Оставь братикам и сестричке. Малыш. Все, наелся. В туалет, скажи, надо будет сходить сейчас. Потом их на ночь занесем домой. Сейчас чисто это. Все. Ну-ка посмотрим, сколько ты съел. Ну, в принципе, хватит тебе. Сейчас, кто там будет? Кто там будет? Идите сюда. Иди сюда. Кто следующий? Айда. Девочка, ну давай, девочка, раз ты воешь. Вот единственная девочка в помете. Чистокровный волчонок. Такая красивенькая, медвежонок прям. И в таком вот типаже мальчика оставил в логове. У нас, конечно, инцидент произошел небольшой, но... Давай, давай за братиком, ты что-то плохо. Вот, давай, давай, давай. Что ты? Кушать будешь? Свежее же молочко. От смеси отказались. Смесями пробовали вначале, еле как там запихивали. Все-таки молоко козье есть молоко козье. Что бы кто ни говорил, какие только профессионалы нам не говорили, я, в общем... Давай, давай, ты чё? Давай, давай, давай. Что ты так плохо? После братика брезгуешь? Давай, давай. Вот так, вот так, вот так, молодец. Надо скушать. Мы их взвешиваем.
Смотрим. Ах, молодец, черныш такой. Они как медвежата. Прям медвежата. Давай, давай. Умница. Братьку оставишь? Они уже приловчились, можно так сказать. Дорогие друзья, обязательно чат почитаю. Так, слушай, еще можно тебе. Давай еще, еще. Давай, давай, еще. Можно и еще можешь. Надо. Девчушка, надо. Ну-ка. У тебя пузо наело чуть. Ну, еще можешь, еще. Давай, давай. Давай, чуть-чуть. Не хочешь? Ну давай, мальчика теперь дадим. Горит. Нам еще за шурпой следить. Это у нас мальчик. Очень голубоглазый. Единственный. Как единственный? Нет, единственная девочка у нас. Сейчас вот он очень на чернику похож в детстве. Там уже говорил. Так, все, ладно. Продолжаем. Ну-ка. Так, неудобно, конечно, давай. Я тебя вот так поставлю. Давай, давай. Давай, что ты, кушай, кушай. Надо, надо. Что-то вы противитесь, молочко же не горячее. Ну-ка, нормальное молоко, тепленькое. Или вы не хотите есть? Ну вообще пора уже. Короче, я сам с собой разговариваю. С тобой разговариваю, а не сам с собой. Давай, давай, давай. Давай, надо, надо. Давай, давай. Нет, это не то пальто. Да, мы тебе животик помассируем. Что у тебя? В общем, дорогие друзья, в Инстаграме еще поставил, там все начали возмущаться, кто-то писать мне, кто-то пишет бизнесмен, там еще что-то. Я поставил 10 тысяч долларов, чтобы от меня отстали, потому что миллиард вопросов пишут. How much, сколько стоит, продай, там не продай. Вот 10 тысяч сразу все отвалят. Кому надо, свяжется, узнает. Так, черники у нас вообще сами по себе. Как бы это похуже, чем... Чего ты? Ну давай посидим с тобой, давай. Посидим. Вот если я Апкелу в таком возрасте взял, я думаю, было бы, конечно, очень интересно. Аноним 100 рублей, спасибо. Первый донат у нас пошел. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, видите, козье молоко так не похоронишь, как для других малышей. Его нужно постоянно, чтобы свежее было. 1-2 дня и все, и свежее покупать. Они, естественно, не выпивают же 3 литра молока. Ну, приходится сейчас еще тем малышам я даю, которые энтеритом переболели, арктические. Поэтому все нормально, молоко есть куда девать. Сам сегодня стакан молока выпил. Пей, пей, малыш, пей. Да. Вот умница. Что ты вот брезгливый такой? Давай, 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 тяни. Что ты вот такой этот вредный? Сегодня аж почти бутылку выпил у меня и у Ани. Я в последний раз сегодня в 2 не вставал. И Анюта уже в 6 утра встала. Я слышу волчат, а я уже никакой, я спать хочу. И я говорю: Анюта, давай ты, пожалуйста. Я все не вывожу, короче. И вот мы дежурим по очереди. Их же надо мыть, подмывать, они какают сразу. Короче, как дети маленькие. Да, он цепляется еще все. Давай, давай, что ты? Эй, надо допивать тебе. Молодец. Ну, еще.
Сегодня познакомились, опять с папкой, скажи. Повстречались. С мамкой. Все нормально. Сейчас увидят какие-нибудь профессионал, скажет, ты что делаешь? Ничего, ничего. Оса! Оса! Оса там у нас издевается. Над ней Альха издевалась. Ну, в принципе, чуть-чуть поели. На свежем воздухе вообще хорошо, прям вообще уснули. Уже разморило вас, но мы закрыли. Не хочешь? Я поближе вам мальчика покажу. Вот он какой. Кого-то надо докормить, да? Кого-то надо докормить. Тебя. Давай, пробуем. Это вообще просто он огненный. Тебя бы... Все, тоже не хочешь. Че вы такие, а, вреденькие? Ну все тогда. Не допили. Oh yeah. Чудо атмосфера. Пушка, честно говоря. А когда не атмосфера? Oh yeah. Конечно, знаете. Маленький, ну. Сейчас, дорогие друзья, надо проверить. И я к вам присоединюсь. Чуть грязноватый. Ариадна, а есть, если есть в графине вода, принеси прям целый графин воды. Ну, графин, откуда вода? Кувшин, типа. Или бабушку попроси и прям графин воды принеси. Так, ну что? Я смотрю, вам понравилось смотреть на волчат. Кто не посмотрел волчат, переходите так обратно, мотайте и, в общем, посмотрите все. Так, ну что, мне куда отсесть? Людмила С. Марафон. Спасибо огромное, Людмила. Так, сюда, наверное, сяду. О, красота. Сбоку припеку, как говорится. Обязательно их надо задымить. Кого? Не понимаю. Щенков? Да, оно не дымит, оно вверх уходит. Ничего страшного, пусть привыкают. Как это нет? Воды нету? Кувшин. Анюта, можешь принести воды, пожалуйста? Кувшин. Графин.
Вот Ариадне, да, она мне принесет. Мне надо будет сюда поставить. Я долью. Нет, малыши вот прям сзади, да, в клетку сегодня соорудил так на скорую руку, чтобы на улице находились. И вот коврик такой, чтобы солнце не пекло. Так, тут на карточку уже присылают сегодня 300 рублей от Любовь Л, спасибо. 300 от Татьяны, 500 Ольга. Малышам на молочко спасибо. Период 2000 Алексей на нужды парка. И Алексей Б. Спасибо вам всем огромное, огромнейшее спасибо. В общем, сегодня постараемся сделать такой уютный, добренький эфирчик. Аноним 100 рублей, спасибо. Волк, тебя призгают. Я не понимаю, что за вообще. Да какой туши, дай сюда и все, сюда мне. Мне дай и все. Это нормально? Не странно. Есть добавить сюда. Иди сюда, иди, мой пупсик. Вот еще один волчонок. Светленький, правда? Ай, Тоже я светленький. попала. Ай, тапочки. Па. Ничего страшного. How are you? Алло, How are you? алло. Say I'm fine. Хорошо. Хорошо. Все, молодец. Тихо, аккуратненько сиди. Нет, шурпу из лосятины готовим. Нет, двоих не... Одного оставил специально, а одного не смог забрать. Oh, пускают. yeah. Малышам на молоко. Санта, спасибо огромное. Спасибо огромедное. Дай бог тебе здоровья. Спасибо огромедное. Аккуратненько. Там мелетинка с киской тут. В голову, чтобы он тебя не сувал тут свой этот хвост. От Ирины 200 рублей. Всем огромное спасибо. Так, стой. Стой, дочь, подожди, сейчас я приоткрою. Идем, поможешь мне. А, уже приоткрыто, да. На, дочь, отнеси обратно. Чё ты? Привет, привет, Так, ну все, готовы. привет, привет. Да, на данный момент у нас 3, в логове должно быть 2. Ну, не знаю, Oh, как там, что yeah. там вообще. Вчера такой неприятный инцидент произошел, что пришлось... Ксения, Леонид, спасибо огромное, спасибо всем за поддержку, дорогие друзья. Спасибо всем. Вот так мы. Да, вот именно, что нянька. Нянчит тут какие-то мурашки, муравьи. В общем, дорогие друзья, онлайн, кто хочет смотреть, что происходит в парке Северных Волков, узнавать первую информацию, и у нас там подключилась монетизация, обязательно переходите в телеграм-канал, ссылочки все в описании есть. А вот я сейчас даже закреплю, здесь Тамара как раз скинула. И также, как уже сказал, что буду продолжать снимать YouTube, просто был в таком, знаете, ну, знаете, когда у тебя была монетизация, когда у тебя столько было планов, столько всего, и тут раз резко все так происходит, ты в таком, ну, не то что унынии был, но из этого состояния вот только-только выхожу. Поэтому, дорогие друзья, как говорится, должны
понять, принять. Потому что не все так просто. Поэтому все в честь праздника рождения волчат. Будем продолжать YouTube стараться снимать хорошие, красивые кадры и полнометражку. Да, бартер все в основном предлагают. Ну куда мне, вот в прошлом году там рекламировал всякие там Greenworks, там еще кучу. Они все стоит, ни разу за год не пользовался ничем. Ничем не пользовался. Мне это не нужно. Зачем это все мне? Продать, но ты не продашь столько, сколько нужно. И я понял, что бартер мне особо... Ну вот такие моменты, вот фонарики, да, там вот некоторые были интересные, как бы. Очень даже интересные моменты. Вот по фонарикам, когда коллаборацию делал, папе подарил фонарики. Офигенные вообще фонарики были. Да, Бусти остается, будем снимать самый эксклюзивный материал, туда стараться. Анюта будет снимать, конечно. Сан, конечно, там у нас спонсорство есть, там у нас также опекунство. Елена Мотора, спасибо вам огромное, спасибо. Дай Бог вам здоровья, спасибо. Есть у нас опекунство, кто хочет опекать какое-либо животное, там мумку, акелу, там 1000 рублей в месяц. Я считаю, для опекунства это вообще небольшая сумма и будет огромная помощь. Поэтому, кому интересно, переходите. Волчата на молочко, спасибо, Елена, спасибо. Переходите, смотрите. Если корма, ну, покупаем. Камрамбек Джалилов, покупаем все. Да не, вот даже сетку на павлинов мы созвонились с ним. Он мне сходу такой: не надо никакой рекламы, никакой скидки, никакой рекламы, ничего не нужно. Я говорю, почему? Я говорю, а вы за руководство решили? Он говорит, да я и есть руководство. Он говорит, ну если у вас смотрит там Аршавин, еще что-то, спортивная какая-то движуха, то может быть. А так, говорит, нет, неинтересно. Ну, я же тоже, я свое не упущу, поверьте. Что касается, когда ты деньги, как бы знаешь, грубо говоря, там зубами, руками, всем, чем можешь, там шкребешь их, вот так вот хватаешься, там трудишься. И когда там приходится, как говорится, ну где-то что-то скидку какую-то, я не упущу возможность, я вообще, когда что-то покупаю там на Авито или что, в 2 раза прям ценник там стоит, там, ну когда понимаешь, что вот, например, вот мы там вот эти боксы, когда я покупал, там новый стоит 15, да, я не помню уже, или эти боксы, или когда мы вот людям тоже вот так вот где-то что-то кому-то дешевле купить боксы. Представляете, сколько мне боксов надо было закупить, чтобы отправить щенков. Как бы, ну, не все компании, вот как я отправлял, есть боксы внутри. Поэтому, ну, где-то что-то всегда вот и по рекламе, и предлагаю свой YouTube канал. И, в общем, вот будку также мы, логово Фурии и этой Фурии и Кольту, я уже не помню, сколько я отдал, но там почти 50 тысяч скидку сделали. Или 50 тысяч сделали скидку, что-то такое. Вот за интеграцию. Поэтому, в принципе, это достаточно хорошо, я считаю. И таких возможностей я не могу упускать, потому что деньги с неба не сыпятся. Если бы там был бы доход 5 миллионов в месяц, может, я и не думал там ни о каких там скидках, там просто покупал, да и все сюда, что нужно. Также по озеленению, ну, в общем, вы поняли. Этот вопрос постоянно штудируется по поводу там менеджера. Сейчас нет на ютубе, поэтому кому интересно, кто хочет попробовать свои силы, побыть менеджером YouTube канала, пишите мне в WhatsApp. Номер 8 913 670 68 95. С вами обговорим, посмотрим, на что вы способны, что вы можете. И, в общем, обговорим все детали. Менеджер каналу нужен, потому что эти все вопросы это нужно писать, почты, постоянно переговоры и тому подобное. Это время. Фурия, у нее же матку вырезали, как она может, не забеременеет она никак.
Может связать. Да мне некогда этим заниматься, Алексей, приветствую. Некогда мне вот это там связываться, общаться, переговариваться. Все, что можно было, с кем можно было, я связался. Понимаете, мне эти корма, они до одного места. Как бы это как закусочка, как вот сейчас вот. Я вот поехал, мне надо, я нашел, где мне по скидке отдал там деньги, закупил там 20 пакетов и все, когда у меня щенки. А взрослых, ну, можно, но я в основном, я же кормлю мясом. Цыплята, там, свинина, говядина, лосятина, курица, утка, гуси, все, что можно, вот такое там, разные. Високосный фарш, рыба, разная, всякая. Андрей, привет, а где канал на YouTube? У меня уже второй канал заблокировали на YouTube канале. Поэтому еще не дошли руки создать новый. Как только, так сразу обязательно создам. И у меня есть там кое-какие кадры, все некогда. Как будет возможность, сделаем все. Андрей, самый большой из волков Волчатство парк. Да я не знаю, кто из них самый большой, но скорее всего 2 останутся. Пока планирую. 2 мальчика. Это вот этот светлый и самый черный, он с Акелой там. Но он не самый черный, он очень на Акелу похож был. И поэтому я его оставил. Я вот так 2 мальчиков взял, когда вытаскивал. Думаю, какого оставить? И этот красивый. Но этот на чернику похож. Я его забрал на социализацию. А этого оставил в лого, и пусть с мамой будет там. Ну, я надеюсь, с ними все хорошо, потому что я их в прошлый раз не нашел, заходил. Это вот когда вот это случился вчера инцидент, я хотел достать грозного волчонка, и меня чуть не сожрали. Мир век, не осуждаю. Я вообще не понимаю, кто вообще имеет какое право там осуждать за какие-то меня там действия или еще что-то. Вот вы занимаетесь там, повар вы, или занимаетесь там госслужащий там или еще что-то. Вот вы сделали по правилам, как нужно сделать. Что, люди должны осуждать это, я не понимаю. Или вот вы там, я не знаю, таксист там или там водитель, там вы сделали так, как нужно было там в той или иной ситуации, или там по правилам действовали. Что значит, я вас осуждаю или я вас не осуждаю? Забудьте об этом вообще. Все, что делается, это делается очень обдуманно и, в общем, я уверен, что на самом высоком уровне. Потому что, общаясь с разными специалистами, с разными людьми, и ты приходишь к выводу, что даже самые крутые специалисты, да, там, делают ошибки. Поэтому я действовал по ситуации. В первую очередь. Да, на меня вчера напали волки. Переходите в телеграм-канал, там побольше информации. Там как раз кусочек есть нападения. А полный будет нападение на лакшери. Мало ты и так людей спросил, что помог при сборе на Донецкий зоопарк. Аноним 500 рублей. Слушайте, но от меня на самом деле, возможно, и как-то это выглядит, что я какую-то помощь сделал. Но я от себя тоже, да, помог немного, сколько было у меня, я отдал со своих личных средств. Спасибо Олегу Сергеевичу, что, как говорится, к этому делу подтянул, наверное, не подтянул, а к этому делу, как правильно сказать, организовал, в общем, приобщил, вот так вот, наверное, приобщил к этому делу, сказал об этом, и поэтому спасибо ему огромное. Я, если честно, очень много информации не знаю, не вижу, я вообще мало в интернете сижу, а если сижу, то какие-то большие бои смотрю, бокс и ММА. Борьбу тоже иногда смотрю, поэтому, это такие события, они не часто, поэтому
Вот такое там за другими блогерами, за зоопарками, там еще я не слежу, потому что у меня нет просто возможности следить времени. Поэтому Олег Сергеевич связался со мной, как бы, ну, обрисовал ситуацию. Я не помню, чтобы я вообще прошел, как говорится, кому-то в этом плане отказал. Были разные ситуации у нас, вы сами знаете, и по телеграм-каналу, что когда кто-то нуждается в помощи, я стараюсь, ну, когда небольшие там суммы, я сам как бы, ну, участвую в этом, а когда вот большие суммы, уже, в общем, прибегаю к аудитории и кому, как говорится, кто неравнодушен, у кого есть возможности, почему нет? Это наоборот сплочает, это наоборот кому-то, кто, например, неверующий, там кому-то к карме это идет, кто верующий, тот понимает, для чего это все делается. Я думаю, это все связывает и делает одно общее и благое дело, когда кому-то в чем-то помогаем мы. Это очень круто, и спасибо, что вообще молниеносно реагируют на мои сообщения и на мои просьбы люди. Спасибо всем огромное. Дай Бог вам всем здоровья, чтобы вы были здоровы и жили долго и счастливо. Да-да, Рамазан, но если вы построите за 1,5 миллиона вольер, купите землю под этот вольер и будете пожизненно обеспечивать где-то 30-50 тысяч в месяц на волка, тогда можно подумать. А так, ну, понимаете, я же и так смотрю по силам, по возможностям. Это очень, ну, непросто в этом плане. У меня не функционирует пока ничего. Когда будет уже функционировать все, возможно, как-то что-то можно будет это дело организовать. Пока не функционирует парк, и я думаю, наверное, какие-то экскурсии начать раз в неделю делать в гости ко мне, чтобы приходили. Ну, посмотрим по ситуации. Потому что, в общем, такое дело, что непросто. Такие времена непростые у нас. С виду, может, кажется дорого, богато, все так, ну, я стремлюсь к этому, чтобы было чистенько, ухожено, все красиво, все так лакшери, как говорится. Но посмотрим. Посмотрим. И так, как бы, у нас в этом году очень много животных остается. Так, дорогие друзья, все, давайте я буду сейчас отвечать на вопросы с Телеграма. И вот кто у нас с доната будет здесь присылать тоже, давайте тоже будем, чтобы высвечивалось, чтобы все мы видели вопросики. Так, давайте. Так, что там у нас в Телеграме? В Телеграме еще какие-то у нас вопросы. Нифига себе. Нифига себе вопросов. Немного ли вопросов? Рамазан Кайгермазов. Андрей, сколько и каких волчат в итоге решил оставить в парке? Честно, давайте попозже на этот вопрос отвечу. Вот говорил уже по-светлому, хочется оставить. И вот кто в логове. Так, Андрей, когда собирается приехать папа и собирается, и что планируешь с ним строить? Когда планируешь запускать новый вольер павлинов? Я планирую уехать, а папа планирует сюда взамен меня приехать с мамой и здесь курировать. Ну, еще какой, возможно, помощник будет, не буду говорить. А так, как бы, я планирую уехать, и ничего я строить не собираюсь с папой. Вообще, папе нужно отдыхать. Может быть, что-то и построим, не знаю. Очень много работы, поэтому не хочется загружать, если честно, папу. Поэтому пусть отдыхает, приезжает. Ему и так тут работы будет хватать, когда я уеду. Он тут, как бы, работы много, очень много работы. Той же кормежкой, той же уборкой и тому подобное. Очень много работы здесь. Так, Андрей, скажите, пожалуйста, как вы будете поступать с волчатами, которых не смогли достать? Они же будут дикими, тогда с ними будет невозможно проводить медицинскую и вообще социализировать. Слушайте, но в зоопарках то же самое.
Никто манипуляции, все волки дикие там, 90% случаев. Все животные, не только волки дикие, все животные дикие, поэтому никак. Буду думать уже по обстановке, если что случится. У меня не говорю не парк развлечений, не парк социализации, не парк там, мы не готовим там в шапито куда-то их, или не стоит задача приручать их. У нас в первую очередь стоит сохранение популяции именно вот этих всех северных наших волков. И волков, которые вот набрали огромную популярность. 500 рублей от Ирины на молочко волчатам. Спасибо вам огромное. Спасибо всем огромное. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. Есть ли планы на самого свирепого волчонка? Так хочется, чтобы он был социализм. Мне кажется, это будет не менее популярно, так как очень харизматичен, чем кто-то в мире волчище. Людмила, но вчера не получилось его достать. Во-первых, я их не нашел. Они очень далеко спрятаны. Во-вторых, вот то, что я уже сказал по социализации, это в принципе оно, такое дело. Но он даже если будет, как Фурия, как Коль, почему? Его же можно будет смотреть, фотографировать. Мне, конечно, с ним поконтактнее. Будем смотреть. Я не знаю, Людмила, честно. Я просто, у меня сейчас 3 этих волчонка, и я у меня недосып все равно есть небольшой. И переживания за все это. Понимаете? И вчера вот такой инцидент получился, что мне на волоске был я конкретном. И да, можно там перекрыть, покопать, походить, но это угроза опять волчатам. Ой, павлины, как они это... Прикольно. Ладно, вам потом надо показать, как они воркуют с друг другом. В общем, это большая опасность того, что щенки могут погибнуть при затаскивании. Потому что они неаккуратно все равно могут лапой наступить, продавить голову, шею сломать там. Но это все такое дело, не хочется травмировать. Вот я зашел вчера, не получилось, значит не надо, понимаете. Сколько можно ли? А я еще чувствую, нету, не вижу, думаю, наверное, все не стоит, значит так нужно. И вот только так подумал, думаю, не, еще раз полезу. И вот только я полез, все, началась свистоплясами. Поэтому это все дело такое неоднозначное. Так, добрый вечер, Андрей. Сколько волчат будете оставлять себе? Зоопарк с вами уже связан насчет волчат? Нет, один зоопарк связался, но их цена, по-моему, не устроила. Тихо. А что ты так? Все, иди сюда. Все, малышка, все. Ничего, покажи. Не сильно. Все пройдет, все. А личка? Все? Да. Ты что, огурчик ешь? Я попала. Тихо. Не кипишуй. Ведь окей? Я дала. Все хорошо. Ты кого ищешь? Кепка. Какая кепка? А куда ты ее дела? А зачем тебе кепка? Сейчас солнца нету. Ты вся соленая. Что ела? Опять ты теряешь свои это. Да. Да. Пойдем травишек докинем. Да. Давай, сейчас, подождите. Пойдем. Оба. Ну а как ты так лазишь? Так лазишь? Иди сюда. Давай, порубим. Стоп, не трогай только. Горячий. Все нормально. Что ты плачешь? Все же нормально. Лицо болит? Лицо болит? Сейчас пройдет. Доча, боль временно. Триумф вечер. Больно? Пройдет. Я ж поцеловал тебя уже. Так, наверное, можно уже будет готовить скоро. Так, что у нас там за вопрос был?
Сколько волчат так? Ну вот, в принципе, сказал уже по этому вопросу. Света. Вот. Очень много за границ пишут. В частные руки очень много людей просят. Поэтому я 10 тысяч поставил долларов, чтобы отстали от меня. А так 5 тысяч долларов цена. Вот. Обмен там и еще что-то мне вообще не интересно. 5 тысяч долларов и приобретайте, если есть зоопарк, не зоопарк. Другой цены нет и не будет. Ну, можно там обговорить, если совсем там какие-то знакомые или еще что-то, а так не вариант. Так, Карина, добрый вечер. Мне вот что интересно, как дальше себя будет вести Акелыча после, так сказать, нападения? Как обычно будет себя вести, пытаться меня сожрать. Они всегда это хотят сделать. Я не знаю, почему так все иллюзии многие делают, но волки меня хотят всегда сожрать. И не только меня. Какие-то моменты... Что это такое у меня тут? Какие-то моменты, может быть, и хотят, да, там погладиться, еще что-то через решетку, но когда ты заходишь на их территорию, они тебя хотят сожрать. Так, дальше. Добрый вечер. Спасибо за ваше видео. Вопрос по щенкам, Акел. Почему именно эти волчата были отобраны для социализации? Ну, во-первых, я не хотел всех забирать, чтобы какая-то часть осталась там. Во-вторых, я оставил из 2 черных мальчиков одного того, который мне больше был похож на Акелу. И в-третьих, того, почему оставил Грозного, ну потому что, чтобы по количеству побольше было. Так, куда ты пальцами лезешь? Ты хочешь сейчас за этим подбородочком удариться? Валентина. Так, есть ли уже наметки, куда кому будете отдавать кого-либо из волчат? Нет, нету. Так, добрый вечер. Татьяна пишет. С благодарностью за канал из Беларуси. У нас ранней весной засели клещей. Участились случаи, что при лечении собаки от укусов в течение 2 недель повторно кусали. Как оберегать собак, волынды, волков? Наверняка они тоже подвержены укусам. Тем более в лесах на охоте. Вообще интересно, как волки в дикой природе выживают. Иммунитет сильный или... Если волков кусает клещ, они его сами вытаскивают. Ну, у меня тоже лайки сами вытаскивают клещей, если он в таком месте доступном. Но волки вытаскивают, я видел, как Акела это делал. Здесь не так много клещей, на самом деле. Вот у нас в парке, потому что обрабатывал, но в этом году не обрабатывал территорию. Ну, пока не было каких-то... Вот Симба приехал с клещом, пришел, точнее, с клещом недавно. А собаки Воланды, но Бровекта, все вот эти препараты, вот ездили в лес, я, в общем, пшикал, давал, капал и тому подобное. Когда сейчас не даю никому ничего. До этого Бровекта, сейчас ее не достать, и она очень дорого стоит, поэтому это мне надо куда на всех. Вот я еду целенаправленно с кем-то в лес за сутки, я капаю, мажу, даю, в общем, покупаю препараты, даю. Ну, если сели на волчат, на валендов, на западников, я вытаскиваю потом. Еще интересна судьба волчон, что обращались к вам за помощью. Лучше ли ему? Так, не понял, а что за судьба волчонка? Почему лучше ли ему? Ну-ка, объясните, не понял вас. Так, добрый вечер, Андрей. Ира пишет. А девочку волчонка в парке оставите или планируете ее в зоопарк отдать? Отдавать я никому не буду. Никого. Цена 5000 долларов. Других цен быть не может. Все, 5000 долларов. И смотря в какой зоопарк, не всем зоопаркам я продам. Если будут подобные что-то вольеры, плюс-минус хотя бы, можно будет поговорить. А вот в такие зоопарки там, ну вот московский, если бы связался со мной зоопарк, у них там, где полярный волк сидел, ну, в принципе, достаточно такой интересный вольер. Можете массово написать им, пусть приобретут у меня волчицу черную. В зоопарке не хватает таких волков в московском. Там есть старенькие, хромые, маленькие, там серые волки, я видел их. Но это не то. Надо, в общем, им повышать уровень зоопарка. Еще плюсом волками. Коллекция. На бронь тарелочки с шурпой. На бронь?
Так, это кто? Денис там, что ли? Или кто там? Кто захотел шурпу? Сейчас посмотрим. На бронь Тарел или кто? Аноним. Спасибо огромное. Приготовим еще. Ведь целый день надо ее готовить. Уже часов 6 она готовится. Постоянно подкидывать, мешать. У нас очень сильно просто захотели попробовать. Вот попробуем. Не пробовали ни разу лосятину. Так, может... Так, дальше. Поэтому московский зоопарк, кто видит, в питерском нет волков в зоопарке, по-моему, или там есть. Ну, в общем, я считаю, за эксклюзив, за таких волчат надо платить, а не так вот, кто там. Ой, да я там по 50 тысяч набрал, ой, я там по 30 взял где-то. Ну, берите там тогда. Берите там, где вы берете. Как бы я таких цен вообще не знаю, не вижу, а если знаю, ну, короче... Пусть сами занимают. Я знаю, что канадский волк, да, за 100 тысяч между зоопарками. За 100 тысяч можно купить зоопарк, да, между собой они продают. Ну, плюс-минус. Полярники там 200 тысяч, 250, где 300 тысяч. Поэтому это такое дело. У меня такая цена вот. Ну, для зоопарка можно обговорить, я говорю, цену. Ну, за 100 тысяч, за 200 я не продам волчонка. Так, может вольер к Акеле заходить, когда кто-то рядом есть. А что сделает, если кто-то рядом будет? Это что такое? Для шурпы? Да. А картошку Посмотри. нарезали? А что ты сначала? Картошку, я думала, в конце. Не, картошку, морковку в начале, а потом вот это все овощи. Ну, еще надо нарезать туда. Кого еще добавить? Картошку надо. Чеснок есть тут? Нет, сейчас Чеснок. Ну, целый, не надо. А Целый. картошку сколько? Ну, тарелку. Штук 6-7. Ну, их на 4 части можно порезать, чтобы большие были. Оса уже почти как Луя ростом, вы видите? Вон. Вот здесь. Смотрите на них. Холки. Будет очень высокая. Оса! Оса! Это что такое? Ну-ка нельзя. Короче, без разницы, кто там будет, не будет, надо со стволом стоять и в упор наглухо стрелять, чтобы спасти меня, если что-то произойдет. Другого пути нет, там никак ты не спасешь. Ты с лопатой зайдешь, тебя лопату отберет и тебе наваляет. Тем более, там, если жена, зачем подвергать опасности такой? Она вообще не должна там ни стоять, ни заходить туда, ни в коем случае. Ее быстро снимут волки. Поэтому никто не поможет. Вообще. Вообще никто не поможет, если начнется что-то, кипиш какой-то. А представляете, их когда будет там 3-5 в вольере, это же оттуда не, ну это все. Тут один как бы бушует и все, у тебя сердце в пятки уходит. А когда их 5 начнет бушевать, вот это вот опасно, очень опасно. Менять волчат, которые в доме, с теми, что с черникой вольер, планируете, или только этих будет слезировать, чтобы легче продавались в зоопарке? Да они и так продадутся, поверьте, без социализации и тому подобное. Просто мне не понравилось, что она начала их перепрятывать максимально, и по сути по этой причине я их и забрал в первую очередь. Это в первую очередь. Бог в помощь, Александр Т. 500 рублей, спасибо. Оса, я сейчас к Луи тебя запущу, посмотрим, как ты там будешь себя вести. Наваляет тебе. Они и так продадутся. Почему один волчонок белый? Потому что белый. Добрый вечер, Андрей. Информация есть в Телеграме, в чатах. Там все, по-моему, отвечали уже, нет? Добрый вечер, Андрей. Ахмат Хакимов. А можно ли волчат тайге, чтобы она их покормила, если у нее есть молоко? Нет.
Нет, нельзя. Вот бедная Мелитина бьется постоянно. В общем, во-первых, они энтеритные все там. И это все равно чуть-чуть, скорее всего, есть там в них до сих пор. И не дай бог эти малыши, я прежде чем, когда вот их потрогаю всех, я иду, мою руки с мылом, потом обрабатываю спиртом, а потом только вот беру их в руки. Вот даже сейчас я вышел с душа, обработал руки, пришел сюда, начал делать эфир, только тогда вот взял в руки волчат и покормил. Нельзя, она тоже, у нее по-любому этот вирусняк ходит, и он долго выводится с организма. Не вариант. Так, Анна Терри. Здравствуйте, сколько волчат от черники и кел хотите оставить? Ну, пока в планах 2, может 1, может 2. Понимаете, если мне захотят, там скажут $10 000, там, ну, пожалуйста, там 10 000 будут лучшие условия. Почему нет? Ну, если есть там лицензии, все такое. Почему нет? Парку нужны деньги. Насчет волков селекция такая сумасшедшая не ведется. Поэтому потомство уже есть. Сынки есть. Посмотрим по обстановке. Я не знаю, слишком рано об этом говорить. Пусть немножко подрастут. Андрей, откуда столько смелости зайти к Келу Черник, тем более, когда они оберегают своих бебиков? Я думаю, наверное, это не смелость, это что-то другое. Блин, пальцы уже опухают. Это что-то другое, это не смелость. Но вся жизнь борьба, вся жизнь учение. Поэтому так. Ладно, я думаю, ответил на ваши вопросы. Так, спасибо всем за поддержку. Огромное спасибо. Ну что? Да, понимаете, в общем, видео на ютубе выйдет, посмотрите. Андрей, надеюсь, броня на шурпу в силе. Денис. Че, понравилась так шурпа моя в прошлый раз? Или ты не ел вообще? По-моему, ел же. Да приготовим. Можно, ну, в казане, конечно, лучше. Там еще осталось много ребер. Я это одну огромную взял, их еще 2 куска таких осталось, поэтому приготовим, если что. Как дела с работой? Ну, кандидатов там много, а подходят не все. Поэтому, дорогие друзья, у кого есть желание поработать, тем более началось лето, работы много, косить, пилить, там что-то еще делать, красить. Нужен такой вот работник, который будет что-то подделывать, что-то там подтаскать и тому подобное, разрубить там лошадь, покормить там и тому подобное. Вот, помыть вольеры. Ну, вот всю такую работу, которую делаю я. Требуется работник. По зарплате можно обговорить все дело. В детстве любил сырую картошку. Ангелина Плей. Да, можно приехать в WhatsApp. Кто хочет приехать, посетить и благотворительный взнос нести парк. Обговаривается все в WhatsApp. Я вам пришлю шаблон, посмотрите. И, в общем, кому интересно, приедете. Именно на благотворительность. Не на экскурсию, не на вход там платный какой-то или еще что-то, чисто на благотворительность, приехать ко мне в гости. Вот так вот можно.
В общем, в WhatsApp пишите. Да у меня с Акелой и так отношений не было особо последние годы, поэтому какие отношения с ним могут быть? Это волк дикий. Дорохина Татьяна, спасибо, спасибо. Да не, в мире-то это громко сказано. Ну, в России, наверное, такого по волкам нету. Нету. Если будет какая-то, возможно, государственная, или когда мы откроемся, да, и пойдут деньги. Я как говорил уже, деньги это фантики, это такое, это удобство просто деньги. За деньгами гнаться тоже, ну, смысла не вижу, ничего мы с собой туда не унесем, поэтому нужно делать в первую очередь во благо тем, кто в этом нуждается. Поэтому будет достаточно средств. Я вообще бы еще бы земли бы очень много накупил в другом месте, начал бы по спасению конкретно заниматься животными. Потому что очень много, очень много. Большие бы объемы делал бы, большие бы вольеры, загоны, по гектару бы на одну семью волков там. Ну, интересно можно, проектов там много интересных можно сделать. Поэтому пока с этим проектом надо разобраться. Все, видите, все упирается в деньги. Деньги есть, все есть, денег нет. Ну, смотря у кого, да, у дурака, понятно, и хоть сколько там давай, и у него их и не будет. А у кто вот соображает хоть немножко, он знает куда, что, где, что. Андрей, ответь, пожалуйста, что насчет говяжьей крови? У меня были такие Рамазан Кайгермазов мысли, но там надо дожить. Да, Рамиля. Здравствуйте, кстати. И у меня, кстати, была язва же и прободение 12-перстной кишки. И вот как раз в детстве вот у меня болело, походу, желудок, ну, язва. Вот это. Я ел очень часто картошку. Скорее всего, организм требовал. Так, ну что за инцидент? Приходите в телегу, увидите, там кусочки есть. Привет, Ирландия, привет, всем привет, дорогие друзья. Так, сейчас я проверю, кипит у меня, не кипит. Сейчас все проверим. Так, Ариаду не вижу. В принципе, можно, думаю, чуть попозже. По-моему, рановато. Мясо еще. Мясу надо дозреть. Мясу надо дозреть немножко. Мяску надо дозреть. У нас вот, сейчас покажу, какая красота. Вот это потом туда положится. Картошечка. В конце зелень, конечно же. Ну, так, помидор надо было напополам порезать. Ну, ладно. Сейчас будут мимо проходить. Хотя, Ариадна! Дочь! Принеси ножик папе.
Что за лаги? Индиго. А ты что-то делать будешь, Индиго? Ты будешь показывать, волчат. Тебе не буду показывать ничего. Аккуратней. Вон, Мелетина побежала. Смотри, кто быстрей. Ну давай, ножнички, неси, Мелетин, неси тоже, неси, дочь. Спасибо. Спасибо, дочь, спасибо. Будем резать сейчас. Ага. Все, сиди. Давайте что-то вот так вот. Да, сейчас мы вот так помидорки напополам хотя бы. Да. Ага. Так. И морковку надо резать. Что-то ничего не порезали нам, да? Самим все резать придется. Туния. Самим все резать. Не захотели, да, заморачиваться? Ну ничего. Короче, когда за час где-то до готовки бросаешь, ну сначала бросаешь этот твердую, это то есть лук, морковку, потом бросаешь картошку, а потом бросаешь в конце за 30 минут помидорки, перчик. Это морковка. Будешь морковку? На, Да. на, погрызи, как зайчик. Бери, грызи. Откусывай. Пап тоже попробует. Вот так, прям кусай. В общем, вкусно, да. Угу. Фото? Угу. Морковка. В общем, а потом мы все это, я вообще люблю еще перепелиные яйца туда добавлять, но их нету. Мягкое потом. Это вот так нарезаем колечки. Морковку. Морковка очень дает такую сладость тоже. Вкус интересный. Так, давай мы с картошкой туда ложим это. Смотри, не наткнись. Вкусно? Да. Delicious, как там? Delicious на английском. Очень вкусно. Морковка темная. Вот так вот. Так вот мы режем. Так, это уже идет немножко. Так, сейчас я. Сиди, дочка. Пообщайся со зрителем. Морковка. Чего ты? Ручки помыл. Вот такие вообще очень... Так, подожди. Конечно, не порезаться бы этим ножом. На, вкуснее морковка. Держи, дай мне ту. На, держи эту. На. Вкусно? А то ты какую-то не ту нам дали морковку. Угу. Сейчас мы. Так. Ариадна, а можешь еще один графин воды принести?
Да, один графинчик также. Плиз. Сразу к маме. А что ты сама не можешь? Рядно. Сейчас мы докинем еще. Морковку будешь? На, иди. Морковку. Так, давай без рук, а то это грязные руки. Без рук. Вот, на. Так, это сюда, перец сюда. Так, морковку. Морковочку. Сейчас все это морковку с картошкой закинем. А? Какая твердая. Твердая? Угу. Чтобы зубы у тебя поупадали. Так, и лук сюда. Потом его вытаскиваем. И чеснок. Что-то мало помидор. Спроси у мамы, есть еще помидоры? Один хотя бы или два. Спасибо. Сейчас мы проверим. Так. Сейчас уже закинем тогда, давай. Еще перец? Ариадна говорит, еще на помидоры? Ну если нету, то ладно. Что ты. Тут что-то походу. Сейчас потомится.
что-то она подзабилась, походу. Ну. Плохо тянет. Что-то у меня подглючивает эфир, у вас не глючит он?